176 миллионов рублей получит наша республика из федерального бюджета на реализацию плана из 27 мероприятий, приуроченных к столетию региона. Об этом на своей странице в ВК сообщил министр культуры России Владимир Мединский. Первый раздел – просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, а также выставки и фестивали. Второй – ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия. Также важной новостью стало решение Москвы дополнительно выделить Коми 274 миллиона рублей уже в рамках нацпроекта «Культура». Однако эти деньги будут поступать вплоть до 2024 года, то есть несколько выйдут за пределы празднования юбилея. Данные средства предполагается направить на строительство центров культурного развития, обеспечение учреждений автоклубами, строительство ДК на селе, а также приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств и училищ. Заместитель Мединского Ольга Ярилова, которая лично приняла участие в заседании оргкомитета, объявила, что все вопросы по предоставлению региону субсидий для реализации основного плана к этому моменту согласованы. Мероприятий, как вы видите, в основном плане не так много, но, как я уже сказала, огромное количество этих мероприятий будет реализовываться и вне плана. И я вот остановлюсь буквально на нескольких, которые проводятся, которые по линии Министерства культуры. Это, конечно, и ремонт инфраструктуры культуры, и наших домов культуры в рамках программы «Местный дом культуры», «Культура Малой Родины». Это и ремонт муниципальных театров и предоставление средств на постановки наших театров муниципальных. Только в этом году мы выделяем республике 145 миллионов рублей, и эти средства пойдут как раз-таки на обновление материально-технической базы, на поддержку творческой деятельности театров, на творческую деятельность, техническое оснащение детских и кукольных театров, на комплектование фондов, подключение библиотек к интернету, на музыкальные инструменты, на поддержку лучших работников на селе. Мы продолжаем этот проект. Вы знаете, он у нас реализуется с 2014 года, когда мы ежегодно поощряем деятельность лучших учреждений культуры села и лучших работников этих учреждений. Кроме того, в рамках проекта «Большие гастроли» уже согласованы проекты театральных коллективов Коми в Республике России, гастроли театров других регионов республики. И на эти цели тоже предусмотрено более 4 миллионов рублей. Как пояснил глава Коми, в подготовку мероприятий празднования вовлечены не только госструктуры всех уровней, но также общественность и бизнес. Причем целенаправленно приглашались представители крупных компаний, ведь это и соцпартнеры, а еще им в принципе не безразлична судьба региона и его жителей. Федеральный план утвержден, мы его буквально вот в начале года рассмотрели под председательством Дмитрия Николаевича Казака. Он состоит из определенных таких серьезных мероприятий. Общая сумма, которая была выделена из федерального бюджета, довольно внушительная. Это почти 450 миллионов. Вот там есть и региональная составляющая, муниципальная. Вот в этой части я могу сказать, что в большей степени мы нацелены на то, чтобы и решение вопросов, связанных с подготовкой в удаленных территориях, в наших районах, тоже не были лишены внимания, а в большей степени, как мы уже сегодня обменялись мнениями с Ольгой Сергеевной, были вовлечены в этот процесс, так как национальный проект «Культура», наверное, впервые приобрел такое значение, важное для страны сегодня, в том числе уделяет внимание таким территориям. Причем, как выразился Сергей Гапликов, времени на раскачку нет. Сейчас работа должна быть направлена на основные площадки и составление интересных афиш. В связи с чем с этого года в регионе начинается активная информационная кампания по празднованию столетия, чтобы каждый житель об этом знал. Глава призвал общественников, представителей науки и культуры принимать в этой работе самое активное участие.